На этой неделе с рабочим визитом в Северную Осетию прибыл полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка. Он встретился с главой республики Сергеем Миняйло. Стороны обсудили готовность к 1100-летию крещения Алании. Говорили о значимости праздника для страны и всего православного мира. Полпред отметил, регион достойно завершил запланированную к этой дате реставрацию древних храмов. Сегодня потомки Алан сохраняют, поддерживают и развивают наследие предков. Основной комплекс торжественных мероприятий, посвященных празднованию в 2022 году 1100-летия крещения Алании, включает проведение важных реставрационных работ, ранних христианских храмов, организацию культурных просветительских акций, выставок, выпуск графических и видеоматериалов об истории христианства на Северном Кавказе и древнем государстве Алан. На реализацию плана основных мероприятий федеральным бюджетом была предусмотрена соответствующая субсидия. Сергей Миняйло сообщил, подготовка к празднованию даты идет в рамках плана основных мероприятий, в котором 25 позиций. На сегодняшний день в полном объеме реализовали 14. Среди них передвижная фотовыставка, издание книжной серии «Аланская библиотека», создание документального фильма, ремонт дома-музея Костахи Тагурова в селении Нар, реставрация Осетинской церкви во Владикавказе и еще ряда объектов культурного наследия. Проблем, связанных с реализацией основного плана, нет. Значит, мы договорились и с Эрмитажем. Выставка будет в Санкт-Петербурге «История крещения Алании». И подвижная выставка и экспонаты будут привезены еще сюда. Все обязательства, которые были даны, будут выполнены в полном объеме до конца текущего года. То есть празднование будет, пик празднования 24-25, но мероприятия будут проходить еще в течение следующего года. Президенту Российской Федерации такой доклад был проведен, и он соответствующее согласие на это дал.